Ифтар вместе с братьями по вере всегда создавал действительно волшебную атмосферу. Ведь сам Рамадан – месяц благих деяний, отказа от дурных дел, посещения родственников, больных, благотворительности, красивых пожеланий в адрес друг друга и время, когда Всевышний не отвергает мольбы постящегося. Поэтому и ждут наступления этого месяца мусульмане с особым трепетом и надеждой. На ифтар в центральной мечети Назрани пригласили слабовидящих, глухонемых жителей республики, лица с ОВЗ, а также эвакуированных из Палестины жителей Газы. В доме Аллаха, как и всегда, царит атмосфера благодати, уюта и умиротворения. Я, например, жил раньше в России. Вот и кто-то не жил. Пришли первый раз здесь в России. Честно, вот и все, я, который был, и которые приехали новые, и все абсолютно, они чувствуют себя как будто дома, как будто не уехали с сектора Газа. Люди очень доброжелательные, гостеприимство очень большое. На арабском языке много людей говорят в этом мечети. Честно, как будто не уехали с сектора Газа. Ифтар в центральной мечети Назрани уже традиционно проводится в 27-й день священного месяца Рамадан, поскольку большинство алимов сошлись во мнении, что ночь предопределения Лейлатуль-Кадр приходится в нечетные числа последние 10 дней Рамадана. В частности, именно в этот день, обращаясь к палестинцам, Хизыр Цолоев поблагодарил их за то, что приняли приглашение и вместе с верующими совершил дуа за спокойствие и мир на их родной земле. Мы очень рады, что вы к нам пришли, что приняли участие в нашем ифтаре. И мы думаем так, что Аллах нами доволен, потому что наш джамаат был заполнен вашим присутствием. И нет никаких сомнений, что милость Аллаха сегодня спускается на эту мечеть. Здесь все дети здесь, мужчины здесь, женщины здесь. Мы также пригласили очень много инвалидов, люди, которые не могут видеть, незрячие, глухих, немых, всех малоимущих. Все они очень обрадовались. В ночь могущества и предопределения Всевышний ниспослал Коран. Аллах обрадовал верующих тем, что в эту ночь будут прощены прежние грехи тем, кто с надеждой и верой проводил это время в поклонении Ему, и тем, что не будет отвергнута дуа молящегося. Месяц прощения, в который верующий, принеся покаяние, может изменить свое положение перед Всевышним и очиститься духовно. Но эта ночь в мечети ознаменовалась еще одним событием – прощением кровной мести. Digdosh Meliancho, Omaleza, Barkalar, Massini Yahwehtan, Barkalia, Del Dohail, Dikans Beacon Bob, Wencho, Dalios Mali Oil. Прощена кровная месть, длившаяся полвека. В эту ночь представители Тейпа Тумхой Цолоевы простили своих братьев из Мочки Юрта Евлоевых. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sa'at abalar admayı sa'du dadalar çoğadı. Dağlı izdu da dehkarya tmela doldu master güç. Представители организации слабовидящих и глухонемых, в свою очередь, также выражают благодарность имаму центральной мечети Назрани Хизыру Цолоеву, а также всех причастных, в том числе и меценату Микаилу Гуцериеву, за подарки для детей, за оказанное внимание и теплоту к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Рамадан – время бессонных ночей, ранних подъемов на сухур, приятных и дружественных посиделок на ифтар, близится к завершению. Здесь сегодня желают каждому встретить это время через год в здравии и в мире со всеми. Адам Решков, Али Ахкильгов, Магаз, 24.